Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Хомахас Дустар. Мы начинаем очередную встречу на волнах канала «Аспекты Башкортостана». Сегодня 14 января 2026 года. 2 недели Нового года позади. Сейчас в Башкортостане 10 часов и 1 минута. День недели – среда, середина первой полноценной рабочей недели. Это значит, что мы должны обсудить текущие новости в республике и в мире. Они есть, кое-что происходит с вашей помощью, с помощью ваших сообщений в чате нашей трансляции. Я на всякий случай напомню, что мы не только в Ютубе вещаем, но еще и в Телеграм-канале прямой эфир у нас идет. Также запись программы можно потом найти на некоторых подкаст-площадках для удобного аудиопрослушивания, либо в нашем ТикТок-аккаунте, плюс Инстаграм, где у нас отдельные выдержки из эфиров появляются. Также я всячески рекомендую для того, чтобы вы были подписаны. То есть вся запрещенка, все нелегальное на сегодняшний день доступно для вас и к вашим услугам. И не только к вашим, знаете ли, имею в виду не только для вас, для тех наших любимых зрителей, кто по каким-то причинам заблуждается. Несмотря на то, что царь-батюшка своим холопам не велел пользоваться сервисами запрещенных фейсбуков и инстаграмов, многие продолжают этими сервисами пользоваться. Более того, активно пользоваться, комментировать, возмущаться всякими вещами. Вот как раз-таки, пытаясь, может быть, не очень эффективно, но все-таки пытаясь достучаться до них, мы продолжаем, скажем так, свою политику развивать, свою политику информирования, в том числе в этих социальных сетях. Итак, чат у нас оживает, и это значит, что я могу озвучить новости в стране и в мире по итогам дня вчерашнего, 13 января. Ну а дальше уже будем, как говорится, по существу это все обсуждать. Итак, большинство районов Киева остается без света после ночной российской атаки, которая состоялась накануне. Прогнозов по срокам восстановления света нет. Об этом заявил замминистра энергетики Украины Николай Колесник. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию чрезвычайно сложной. Электричества также нет в некоторых районах и Киевской области. Вот так происходит бомбардировка так называемых объектов Минобороны, точнее ВСУ в данном случае, если уж говорить о том, кто это все уничтожает. В Таганроге женщина погибла в результате атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, на момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещение в здании, которое было разрушено. В Генштабе ВСУ ранее заявили, что украинская армия нанесла удар по предприятию «Атлант-Аэро», которое производит беспилотники. Дроны атаковали у порта Новороссийска 3 танкера, которые должны были взять на борт нефть из Казахстана. Об этом со ссылкой на 8 источников сообщает Reuters. Атаке подверглись судна «Дельта Хармони», «Дельта Супрем» и «Матильда», которые ходят под греческим флагом. Украинская сторона данную атаку не подтвердила. Адвоката Навального Алексея Липцера больше месяца этапируют в колонию. Это следует из письма его жены Людмилы. Что ж такое? Это следует из письма его жены Людмилы, уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, которая цитирует «Новая газета». Людмила Липцер пишет, что ее муж, осужденный по делу об участии в экстремистском сообществе, за месяц побывал уже в 6 пересыльных тюрьмах. Верховная Рада не утвердила новые назначения Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова. Как сообщает РБК Украина, за назначение Шмыгаля вице-премьером и министром энергетики проголосовали 210 депутатов, а за назначение Федорова министром обороны 206, в то время как для принятия решения требуется 226 голосов. Владимир Путин отдал
российским предприятиям еще две иностранные компании. Указом главы государства Временное управление было введено в отношении активов датской компании «Роквул» и польско-американской «Канпак». «Роквул» производит тепло- и звукоизоляционные материалы, а «Канпак» выпускает алюминиевую тару. Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать правительственные здания. Пост такого содержания президент США опубликовал в соцсетях, заверив, что помощь уже в пути. Ранее накануне США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран. Вот такие новости мы имеем вчера. Любопытно, как, интересно, американские граждане, находящиеся в Иране, могут эту информацию получить с учетом того, что интернет в этом государстве отключен полностью, и никакие даже средства обхода блокировок не могут помочь. И что касается высказывания Трампа и обещания, что помощь в пути, с одной стороны, обнадеживает, с другой стороны, возникает вопрос, а почему так долго? И опять же возникает третий вопрос. Если эта помощь будет, то как скоро и насколько она существенной окажется? Ведь по тем сведениям, что мы имеем из Ирана сейчас, огромное количество протестующих погибли в результате противостояний с стражами исламской революции. Те уже ничего и никого не стесняются, просто-напросто расстреливают собственный народ в упор. И возникает, скорее всего, уже возник определенный страх у тех, кто остался в живых. Поэтому Трампу в этой ситуации, конечно же, следовало бы действовать более решительно и более быстро, а не так долго и нерешительно, опять-таки, да. Понятно, что молниеносные супероперации вроде венесуэльской здесь ожидать не приходится. Легко и просто выкрасть духовного лидера Ирана так быстро не получится, но, наверное, стоит все-таки именно сейчас воспользоваться ситуацией для того, чтобы попытаться все-таки освободить иранский народ от гнета диктаторского режима и, в принципе, избавить человечество от одного из источников мирового зла и источника угроз не только окружающим странам, но и миру в целом. Понятно, что есть угроза на сегодняшний день посущественнее, погрознее, скажем так, и, может быть, даже посумасброднее. Но, как говорится, всему свое время, и нужно действовать поэтапно. Итак, я рад приветствовать наших дорогих Наталью, Юлию, Газинура, Дамира, Ямашбая, а также Стобавовну. Спасибо, что вы с нами. Чат оживает благодаря вашим усилиям. У нас сегодня немножечко нестандартный, чуть более разнообразный эфир, благодаря тому, что мы заготовили, поэтому обо всем по порядку. Так, все ли у меня работает? Да. Итак, к новостям республики, и начнем с Уфы, с не самых важных, но все-таки новостей, которые характеризуют, так скажем, наступившие трудовые будни. В Уфе обещают появление выделенных полос для автобусов, для общественного транспорта в целом на 3 новых улицах. Улицы совершенно не новые, всем хорошо знакомые, но сеть выделенных полос все-таки расширяют. На днях мы говорили, что к проспекту Октября добавляется улица Менделеева. И вот теперь добавляется также улица Первомайская, обратите внимание, дальше Айская и улица города Галле. По поводу Первомайской даже интересно. Насколько я помню, там по 2 полосы в каждую сторону. Получается так, что одна из полос в каждую сторону станет выделенной для автобусов, крайне правая, и для всех остальных, получается, остается лишь одна полоса для движения, которая ближе к центру. Ничего страшного в этом нет, кстати говоря. Такое сплошь и рядом практикуется здесь, и я лично очень хорошо к этому отношусь, привык. Более того, на таких улицах, где одна полоса для обычных автомобилей, ограничение скорости 30 км в час, и никто от этого не умер, никто не страдает, движение всегда идет,
пусть не быстрое, но зато вполне себе безопасное. Так что, убрав одну полосу для автомобилистов на Первомайской и на других улицах, наверное, властям Уфы стоило бы еще подумать по поводу знаков ограничения скорости. Учитывая действующие 60, а плюс 20, которые люди могут себе позволить, это 80. Это уму непостижимая скорость, я вам честно скажу, в цивилизованных странах. То есть на этих улицах должен стоять знак, наверное, хотя бы 30. И с учетом 20 нештрафуемых люди бы хотя бы ехали 50 км в час. И это сильно упростило бы ситуацию с дорожным движением и увеличило бы безопасность, самое главное, самих участников движения и, конечно же, пешеходов. При этом пробок точно больше не стало бы, потому что пробки возникают не от скорости, они возникают от узких мест, от бутылочных горлышек, от которых город при всем желании, даже самый продвинутый, избавиться не может и не сможет никогда. Поэтому для того, чтобы бороться с пробками, нужно, уж извините, бороться с автомобилистами. Делать так, чтобы они автомобили оставляли дома и садились в транспорт. Для этого, конечно, надо транспорт как-то развивать. Дальше. Экономические успехи, так сказать, проиллюстрируем. Башкортостан вылетает из программы льготной ипотеки. Это, конечно, слишком много на себя берущий заголовок, не отражающий действительность, но вот именно так отнеслись к изменениям на рынке ипотеки пруфы. Купеческая столица Башкирии Бирск больше не входит в число городов, где действует специальная программа «Семейная ипотека» для покупки готового жилья. Оказывается, список городов, в которых данная программа действует, он имеет свои ограничения. То есть не во всех городах и не во всех населенных пунктах можно оформить семейную ипотеку. В этот список, а он федеральный, добавили 22 новых города. Тут Елец, Орск, Нижневартовск. Но при этом исключили 15 городов, которые там раньше были. В результате для Башкортостана число городов, где можно купить квартиру на вторичном рынке по сниженной ставке, сократилось с 12 до 11. В этом списке не присутствуют, то есть из него исключены также еще, помимо Бирска, Благовещенск и Туймазы. Грубо говоря, чем Туймазы хуже соседнего Октябрьского или там условного Нефтекамска, остается лишь догадываться. Но вот такая программа. Даже не знал, что что-то подобное продолжает действовать. Но если действует, то на рынке недвижимости и тем, кто на этом рынке что-то зарабатывает, есть, как говорится, возможности для работы, хоть какие-то. Дальше о деньгах, связанных с войной, конечно же. Опять же, иногда узнаешь новость и удивляешься о том, что такое надо же было. То есть узнаешь о чем-то, что было раньше, после того, как это что-то отменили. Вот, например, депутаты Совета Кармаскалинского района отменили собственное решение от 19 сентября, которое регламентировало единовременные денежные выплаты участникам СВО. То есть, помимо денег, о которых мы прекрасно с вами знаем, это федеральные и республиканские, местами у нас, оказывается, как минимум были еще и районные выплаты за счет совершенно скудных и смешных муниципальных бюджетов, представьте себе. Например, в Кармаскалах. Не самый продвинутый район, не самый богатый, а по денежным вопросам позволил себе выплачивать аж по 300 тысяч рублей, представьте себе. Значит, за подписание контракта с Минобороны через военкомат Кармаскалинского и Архангельского районов данная выплата действовала аж. Документ предполагал разовое довольствие мобилизованным, согласившимся на контракт призывникам, а также новобранцам из числа запаса, то есть всем подряд. При этом на 26 год в бюджете Кармаскалинского района заложены всего 5 миллионов рублей, предназначенные на социальную поддержку военнослужащим. Понятно, что этих денег никак не хватит, если выплачивать каждому новобранцу по 300 тысяч рублей, подъемных так называемых.
Ну, ладно, хоть привели свои законы и свои действия в соответствии с реальными условиями жизни. В условиях, когда зачастую нет денег для того, чтобы оплачивать освещение улиц, это самая основная проблема в деревнях и селах, из-за которой люди страдают зимой и осенью от того, что улицы темны. И вот в этих самых условиях они были готовы просто так выбрасывать на ветер по 300 тысяч рублей. Потрясающе, в кавычках. Спасибо дорогому Искандеру за напоминание нашему чату ставить лайки. Вчера, надо сказать, в целом большая благодарность вам, дорогие друзья. Лайков было довольно много по сравнению с тем, что бывало иногда. Поэтому давайте продолжать в том же духе. Это замечательно. Не забывайте входить в YouTube под своими регистрационными данными. Лайки ставьте. Помните, что никто, кроме вас, про этот лайк не узнает, потому что информация не раскрывается. Здесь не видно, кто поддерживает, а кто не поддерживает. Так, выше был комментарий содержательный от Валерьяна, видимо, да? В нашем случае это не про пробки. У нас транспорта общественного в таком количестве нет. Это просто штрафодобывающую промышленность развивают. Это, видимо, комментарий к новости о том, как у нас выделили полосу для общественного транспорта на некоторых улицах. Отчасти соглашусь, но скажу, что надо все-таки это направление тоже развивать. Тем более, что это относится не только к автобусам, троллейбусам, но и к такси. По этим полосам могут передвигаться. И люди, спешащие по каким-то вопросам, будут все-таки предпочитать выбирать транспорт, который идет по выделенной полосе. Пока это мало улиц, только широкие улицы, где, в принципе, и так не было больших проблем. Поэтому, наверное, существенно проблему это все не решит пока. Но если параллельно город будет развивать все-таки и общественный транспорт, а у нас мэр на днях докладывал про новые троллейбусы, несколько штук, вот, глядишь, и будет какой-то прогресс. Хотя понятно, что это полумеры зачастую, да. С добрым утречком, пишет нам Зуля. В Хакасии нет денег, бюджетники не получили зарплату. Вот именно. На фоне некоторых таких завиральных, позитивных, скажем так, громогласных заявлений, которые звучат в Москве зачастую, в регионах, наверное, даже к счастью, я скажу, ситуация не такая радужная. К счастью, в том смысле, что, глядишь, и больше понимания будет у людей о том, какова на самом деле реальность, какова на самом деле экономическая ситуация в стране и каковы перспективы вообще продолжать жить при этом людоедском, антинародном и античеловеческом буквально режиме. Вчера для интереса, опять же, для общего развития, если хотите, посмотрел почти полностью в страданиях и мучениях, но посмотрел вечерний выпуск «Вестей» на канале «Россия-1», представьте себе, который в 20 часов выходит. И я вновь себя поймал на том, что уж очень хороша наша государственная пропаганда с точки зрения технологий и методик. Она не такая вопиющая и оголтелая, как это звучит из уст отдельных ястребов, которые, видимо, и существуют для того, чтобы на их фоне остальная пропаганда казалась нормальным и качественным информационным продуктом. Я сейчас говорю про Симонян, Соловьева, Скобееву и далее по списку. Так вот, на их фоне выпуск «Вестей», информационный выпуск, выглядит качественной журналистикой. Извините, конечно, за качественную журналистику. Сюжеты, какие-то факты, нормальный тон, никакой истерики, все спокойно, все понятно. При этом у тебя волей-неволей формируется однозначная, конечно же, картина мира. О том, что есть мировое добро и есть все остальное, которое, скорее всего, является мировым злом. Как правило,
эти вещи белым и черным называются не прямо в лоб. Смотрите, мы тут замечательные, как это кричит Соловьев. А эти все, значит, нацисты и так далее. Нет, но действительно это впечатление формируется. И о том, как действует Министерство обороны, и о том, как, значит, отдельные там участники действуют. Все это так преподносится, все это, с одной стороны, выглядит реалистично, потому что съемки с натуры, потому что вот они минометы, вот они конкретные солдаты. И не возникает, знаете ли, мыслей, что одновременно в мясных штурмах гибнет огромное несчетное количество пехотинцев обычных, да, штурмовиков. Ведь в этом репортаже показывается только то, как издалека трусливо бомбятся какие-то объекты. И все это называется объектами военной инфраструктуры. Атака по Львову там называется атакой по авиаремонтному заводу. То есть ни одного ошибочного удара якобы нет. Все это дело исключительно высокоточное, правильное, и никакие мирные жители вообще никогда не страдают. И все это так, в принципе, качественно, к большому сожалению. Я это все к чему сейчас опять отвлекаюсь, да? Я, глядя такие вещи, с большим пониманием, к сожалению, отношусь к нашим соотечественникам, которые находятся в зоне заблуждения, назовем это так. Очень сложно сопротивляться такого рода качественной пропаганде, к большому сожалению. У нас нет, у тех, кто хочет говорить правду, сил и ресурсов, да, для того, чтобы нормально и тем более всеобъемлюще эту ложь, это зло как-то развенчивать. Вот вы, которые смотрите нас, зачастую и так все прекрасно понимаете, либо сомневаетесь в чем-то, и поэтому приходите нас смотреть. И вам не нужно с нуля объяснять, что что-то не так. Вы просто приходите убедиться в том, правы ли вы. Или, может быть, дополнительно что-то узнать в этом направлении. Но точно вы приходите не для того, чтобы изменить мировоззрение. Соответственно, изменить его в условиях тотальной пропаганды, когда информационное поле является выжженным, я лично возможности не вижу. Поэтому оптимизма здесь мало, конечно же, по поводу наших дорогих россиян. Вот как-то так. Уфа минус 13, днем до минус 8, пишет Алена. Что ж, нормальная зима. Про что он тут лепечет? Спрашивает Анталан. Угу. Не смотреть ТВ в сухом остатке, да? Конечно, не смотреть. И опять-таки, даже в интернете тоже надо с осторожностью выбирать источники информации, потому что часто пропаганда хорошо замаскирована. Некоторые у нас источники делают вид, что они являются независимыми, но по сути являются пропагандой. Сзади «Титаник», совершенно верно. Его 3D-модель, собранная из пазла. Отвечаю я на вопрос нашего нового зрителя. И горячо приветствую вас на нашем канале. Дальше. Военные новости. Военнослужащий, который представился как Геннадий Трофимов, уроженец Уфы 1964 года, записал видеообращение с просьбой передать его в военную прокуратуру России. В обращении он требует официально присвоить ему статус военнопленного на территории России. На видео Трофимов представляется как военнослужащий 5-й отдельной мотострелковой бригады. Он сообщает, что находится в плену, но не числится пропавшим без вести и просит включить его в списки на обмен. Давайте посмотрим, в общем-то, как это все выглядит, и дальше уже какие-то выводы сможете сделать сами, как говорится. Я Трофимов Геннадий Геннадьевич. Родился 5 декабря 1964 года. В городе Уфа, Башкирия. Прошу правительство, чтобы меня обменяли как военнопленного. Я обращаюсь в военную прокуратуру, что, как говорится, я не пропавший без вести, я хочу вернуться домой. Проверьте статус моей военной части, потому что я военнопленный. И это видео
доказательство тому, что я еще живой. Я в плену. Прошу включить меня в списки на обмен. Я хочу вернуться в Россию домой. Наверняка такого рода роликов можно увидеть и посмотреть великое множество, но доходит до публики, до нас в частности, далеко не все. Просто на всякий случай, как на самом деле устроено все внутри так называемого Министерства обороны Российской Федерации. Разумеется, людей никто не считал никогда и не считает сейчас. Мы прекрасно знаем, что 25-й год оказался самым смертоносным для россиян за все вот эти вот почти 1500 дней войны. Для того, чтобы взять любую маломальскую деревушку, кладется великое множество жизней, и поэтому каких-то отдельных бедолаг, которые оказались в плену, тоже особо никто не считает и не отслеживает. И то, что один из них осмелился записать видео, ну, как говорится, молодец, что не побоялся. Сколько еще тех, кто совершенно об этом, конечно же, не догадываются, либо просто даже не могут допустить мысли о том, чтобы сделать такой смелый поступок. Плюс, мне кажется, интересно тут посмотреть на самого мужчину. Выглядит нормальным, уж извините, да, человеком адекватным, вменяемым, ну, как минимум взрослый, не выглядит асоциальным элементом. Вполне себе такой, знаете ли, симпатичный дядечка, как сказали бы некоторые мои знакомые. И вот спрашивается, какого черта он делает на войне? Ну вот просто оставим этот вопрос без ответа, да, хотя ответ, конечно же, напрашивается, скорее всего, просто-напросто у него трудное было положение в плане денег, и он решил подзаработать, но оправдание ли это тому, чтобы подписывать контракт, я думаю, что, опять-таки, нет, конечно. Ему судьба предоставляет возможность остаться живым, а он это не понимает. Вот это замечательный вывод от Юли. Зачем он просится обратно? Оставайся в плену, как говорится, пересиди, останешься живой. Глядишь, потом еще и как-то жизнь можно будет продолжить, если будет деятельное раскаяние и так далее, и так далее. Нет, он хочет вернуться для того, чтобы вновь пополнить ряды штурмовиков и, видимо, на второй раз уже не в плену оказаться, а в списке 200-х. Так, тут вижу наш новый подписчик с провокационными комментариями, но, как говорится, добро пожаловать. Мы здесь стараемся смотреть правде в глаза, называть вещи своими именами, поэтому я думаю, что полезно быть вместе с нами в наших узких, но очень дружных рядах зрителей и комментаторов наших стримов. Ждем буквально всех. Дальше двигаемся. Кабинет министров Башкортостана совершает очень предсказуемый, но очень печальный очередной поступок. Он планирует продлить мораторий на слушание при застройке. Еще в самом начале войны было принято решение о том, что теперь при планировании новых объектов строительства слушания с гражданами проводить не нужно, а вот просто не нужно. Это как-то было сделано с привязкой к ковиду, который тогда уже заканчивался, не к войне, но вот как-то вот под шумок уже 4-й год подряд это решение продлевают. И конкретно в Башкортостане теперь застройщикам для того, чтобы начать новый объект, как правило, высотный, как правило, муравейник, не нужно спрашивать мнения людей. Понятно, что данный законопроект будет принят, и никаких сложностей ни у правительства, ни у застройщиков с этим не будет. Я на всякий случай просто это хочу зафиксировать, чтобы наши дорогие жители Уфы потом не ныли, как говорится. А почему там и сям возникают новые высотки, и у них нет никаких деятельных и реальных рычагов на это повлиять? А потому что, дорогие наши уфимцы, в тот момент, когда вот этот законопроект, который сам, кстати говоря, через слушание проходит, вы молчали и ничего не делали. Даже активисты, по крайней мере, до меня информация не доходила, чтобы кто-то вышел с пикетом против этого конкретного законопроекта. Так что ждем уничтожения
городов в дальнейшем. Оно в этом смысле продолжится. Так. Дальше двигаемся. Вижу, тут интересная дискуссия разворачивается. Ну, это хорошо. Дискуссия и культурный разговор – это всегда лучше, чем какие-либо грубости, в чьи бы ни было адрес. Следующий громкий заголовок в издании «Пруфы». Опять-таки, тут уж как угодно можно относиться. Крах Башкирии оценили в минус 63 миллиарда. Ну, крах или не крах – это вопрос философский. О чем данные? По данным Башкортостан-Стата, совокупный убыток крупных и средних предприятий региона в январе-октябре 2025 года достиг тех самых 63 миллиардов рублей. Эта сумма в 3,3 раза превысила показатель аналогичного периода 2024 года, когда убыток составил всего 19 с небольшим миллиардов рублей. А доля организаций, работающих в убыток, продолжает увеличиваться. По итогам 10 месяцев 2025 года доля составила почти 27%. Это рост на 5% по сравнению с годом предыдущим. Таким образом, каждая четвертая крупная и средняя компания в республике завершили период с отрицательным финансовым результатом. Тут, наверное, не надо быть каким-то экономистом серьезным для того, чтобы не понять, точнее, для того, чтобы понять, что это как бы тревожные сигналы, мягко говоря. Если предприятия заканчивают год с убытками, то рано или поздно это будет отражаться на зарплатах и на рабочих местах в этих организациях. А как иначе? Из воздуха, к сожалению, или к счастью, пока еще деньги не печатаются. По крайней мере, силами самих предприятий это сделать пока еще невозможно. Так. Глава Республики Башкортостан Ради Хабиров поздравил, знаете ли, журналистов в очередной раз. На этот раз с Днем российской печати, если хотите. Вот и такой праздник есть. И наши внимательные зрители, наверное, заметили, что не проходит и, ладно, не месяца, наверное, раз в 2-3 месяца точно какое-нибудь мероприятие или событие, когда Хабиров пропагандистов награждает. То там итоги года, то, значит, ко Дню Республики, то какой-нибудь день башкирской печати. И вот, пожалуйста, теперь случился накануне День российской печати. Не забывает он пропагандистов ублажать так или иначе. Хунари Байрамагыз Мнен, глава Башкирии, обратился аж на родном языке к представителям СМИ, так сказать. И, отдельно отметил, что у нас есть старейшая СМИ в республике, это газета «Республика Башкортостан», отмечающая аж 120-летие. А газета была основана в 1906 году, называлась «Уфимский рабочий». Потом в советские годы она была «Советская Башкирия». И тираж ее доходил аж до 120 тысяч экземпляров. Помню эту газету в таком виде. Почему именно эта газета удостоена такого внимания в День российской печати? Остается лишь догадываться. Окей. Так. Ух ты. Тут я вижу, какой-то движ пошел. Почему украинцам федеративное устройство, как Россия, между всеми основными народами? Чего? Друзья, давайте так. Я скажу на эту тему все-таки, что думаю, раз уж тему поднимаете в чате. Вообще не наше дело, как и что делают украинцы и будут делать украинцы на территории собственной страны. Эта мысль, более того, распространяется не только на будущее, но и назад, в прошлое. И всячески разбивает в пух и прах аргументацию, которую до сих пор с пеной на устах доносят
солнцеликий и вся пропаганда, объясняя, почему они не могли поступить иначе в 2022 году. Они это говорят. Мы пошли на защиту там, русских людей, которых притесняли там-то и сям-то. Ну, во-первых, это все неправда. Ну, а во-вторых, если бы это даже было правдой, и даже если бы там было все гораздо хуже, чем об этом говорит Кремль, это было не наше, не российское собачье дело. Это было внутреннее дело суверенного независимого государства. На тему каких бы то ни было притеснений, если они и были, можно было выражать озабоченность, ноты протеста слать, как угодно, дипломатическим путем действовать, экономически даже, может быть, как-то повлиять по возможности. Но не более того, потому что лезть в дела суверенного независимого государства с оружием в руках – это значит вести войну. Это значит убивать невинных людей с той и с другой стороны. И, в общем-то, начинать очень опасный путь, который может привести к всеобщему коллапсу. Так вот, говорить о том, что там кто-то что-то должен там, делать, какие-то федеративные устройства и так далее, это не наше дело. Равно как и не наше дело заниматься критикой того, кто там какие решения принимает, кто коррупционер, кто нет. Вообще, это вне поля нашей ответственности и вне поля нашей компетенции. Это, кстати, одновременно ответ на вопрос, как я отношусь к тем нашим представителям российской, скажем, оппозиции, которые позволяют себе критиковать в том числе должностные лица соседней страны, которая воюет, защищается, и, надо сказать, защищает не только себя, но и очень большие территории и большое количество стран в мире. Потому что пока украинцы себя защищают, Минобороны известной страны не может себе позволить пойти по другим направлениям. Хотя, конечно же, с удовольствием это сделает при первой возможности. Вот важный ответ на эту тему. Так. Значит, другим новостям музыкальным, ближе к завершению. Мэр Уфы, ну вот я не знаю, почему так, медиакурсеть решила написать, почему именно мэр имеет значение, но именно мэр Мавлиев оценил новый хит группы Айола, записанный вместе с певицей Алсу. Имеется в виду песня «Ай был-былым». Народная песня, татаро-башкирская, я уж тут не буду сейчас разбираться, какая именно. Действительно неплохо получилось вроде как у них сделать это творение с точки зрения музыки, видео и так далее. И вот Мавлиев обратил внимание, что клип был местами снят в том числе на так называемом висячем камне или там, на Лысой горе, как угодно можно называть, в Уфе. Вот. И кто не видел, посмотрите, клип есть везде, в частности в Ютубе, и набирает свои просмотры, прослушивания, набирает комментарии. Довольно любопытно. Хотя, конечно, как обычно, есть вопрос к владению родными языками конкретных исполнительниц. Что солистки группы Айола, что певицы Алсу. Ну, ладно, мы тут относимся к этому терпимо и говорим, что хоть как. Главное, что на родном языке поют, и в наше время это, мне кажется, важным событием. Петь на башкортском ей еще хотели запретить, пишет нам пользователь с непонятным ником, видимо, имея в виду Алсу. Ну, наверное. И такое бывает. Мне не понравилось это творение. Это ничто, пишет Софья. Мнения могут быть разные, согласен. У меня тоже есть, как я уже сказал, кое-какие вопросы к некоторым моментам, скажем, да. Но в целом, благодаря такого рода творчеству, о существовании хотя бы наших народов узнают некоторые, с позволения сказать, жители центральных областей. Мы же прекрасно знаем, что для многих Башкортостан – это там где-то непонятно где. Мы сколько знаем примеров ужасного поведения каких-нибудь клерков московских, которые
при словах Башкортостан спрашивают, а у вас есть вообще российское это гражданство? Понятно, что мы таким образом затрагиваем более важные и обширные темы, а вообще какого черта Башкортостан делает в составе этой страны? Но это опять же отдельная тема. Вот, и сейчас мы не будем в нее погружаться. Вот. Зато мы продолжим тему музыкальную, дорогие друзья. Совершенно неожиданно на связь с редакцией вышли ребята, которые тоже занимаются творчеством, пока не на родном языке, к сожалению, но на понятном для всех русском языке. Ребята называют свой коллектив, я не знаю, насколько он большой или небольшой, группа «Запрещенка». Как они записывают свое творчество, я тоже не могу сказать, но мне кажется, первая композиция, которую мы сейчас с вами послушаем, довольно любопытна. Она нас отсылает, как я понимаю, к событиям еще довоенным, к тем временам, когда все только начиналось. Ну, хотя кто-то скажет, нет, 19-20 годы – это уже не время, когда все начиналось, это время, когда все было уже понятно. И тоже будет прав. Давайте послушаем и посмотрим. Творение называется «Забрало». «Забрало» имеется в виду вот эта вот штука, которая на шлемах, в частности полицейских, прикрывает глаза. И иногда в эти забрала прилетают снежки, после чего людей отправляют, и это уже не смешно, на длительные сроки заключения. Иногда эти забрала запотевают. И вот, собственно, об этом данная песня. Давайте послушаем и посмотрим. Наше время еще не настало, наше время уже не настанет. У меня запотело, забрало, у меня отшибло всю память. Я не помню, в какой я стране, на войне или не на войне. Я мужчина, солдат или разбойник, я живой еще или покойник. Наше время еще не настало, наше время уже не настанет. У меня запотело, забрало, у меня отшибло всю память. Я лупцую детей или взрослых, низкорослых, высокорослых, по приказу, уставу, закону. Все равно не пойму и не вспомню. Наше время еще не настало, наше время уже не настанет. У меня запотело, забрало, у меня отшибло всю память. Время вспять потекло по каналам, ни любви, равнодушья навалом. У меня запотело, забрало, только совесть меня доконала. Наше время еще не настало, наше время уже не настанет. У меня запотело, забрало, у меня отшибло всю память. Ну что ж, друзья, оцените, как говорится, творчество наших подписчиков. К сожалению, с видео рядом не вышло. Мы хотели, чтобы это было как-то еще оформлено тематическим образом. Ну вот, как есть. На этот раз получилось именно так. Ждем ваших комментариев на тему услышанной музыки, на тему услышанных новостей сегодня. У нас зрителей, я смотрю, прямо сегодня рекордное количество для последнего времени. Но, друзья, мы уже заканчиваем и расходимся.
Поэтому я низко кланяюсь всем присутствующим. Очень рад вашему присутствию, дорогие друзья. Не забудьте, пожалуйста, поддержать нас лайками, даже авансом. Даже если многие из вас здесь новички, поставьте лайк здесь на канале. Хорошо. Может быть, не так часто и не так качественно, но точно хорошо и комфортно. Поэтому поставьте лайк и будьте подписанными на наш канал. Мы даем независимую информацию о Башкортостане и о том, что происходит за его пределами. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в эфире. Хорошего дня и пока.